الفائز حقا من صلى والخاسر من عنه تخلى مت يا مبغض أحمد غلا قد صلينا اليوم عليه الفائز حقا من صلى والخاسر من عنه تخلى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Когда мы говорим, что этот день является праздником, то не имеем в виду праздник в шариатском значении, со своими особыми обрядами, которые необходимо выполнять, как, например, праздник Курбан-Байрам, в котором приносят жертвоприношения, совершается хадж, или праздник Ураза-Байрам, в котором выплачивается определенная милостыня, и после длительного поста в месяц Рамадан следует разговение. Под этим праздником мы подразумеваем День радости, который повторяется каждый год и, соответственно, повторяет нам эту радость. Потому что слово «ид» взято со слов «ауд», что означает «повторение». И в этом есть подражание нашему господину Исе, мир ему, когда тот попросил Всевышнего Аллаха ниспослать ему и его народу блюдо с небес. Иса, сын Марьям, сказал: «О Аллах, Господь наш, низведи нам трапезу с неба, чтобы этот день мы сделали праздником для первых и последних из нас, и сделали доводом, указывающим на Твое величие и единственность». Он не сказал, чтобы этот день был для нас праздником, в котором мы будем радоваться этой трапезе. Он сказал, чтобы этот день мы сделали праздником для первых и последних из нас. Смысл этого в том, что мы отмечаем день рождения посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, каждый год, чтобы напомнить самим себе об этом большом даре, о ниспослании избранного пророка, мир ему и благословение. Цель этого — напомнить всем мусульманам на Востоке и Западе об избранном пророке, да благословит его Аллах и приветствует, о его величайшем нраве, для того, чтобы следовать за ним в нашей жизни. Он тот, о ком сказал наш Господь: «Воистину, ты обладаешь самыми наилучшими качествами». Этот праздник является наставлением, направлением и побуждением всем мусульманам всех сословий, начиная от правителей, шейхов, торговцев и до простого народа, следовать за избранным пророком, да благословит его Аллах и приветствует. Всевышний Аллах говорит в Коране: «Для вас в посланнике Аллаха образцовый пример», то есть это высочайший образец подражания, за которым вы должны следовать, и пути которого вы должны придерживаться.